Это «Актуальное интервью» в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Туле прошел финал всероссийского конкурса среди педагогов среднего профессионального образования «Мастер года-2023». Конкурс стал одним из ключевых мероприятий года педагога и наставника и собрал победителей из 89 регионов страны. Якутию на конкурсе представила победителя регионального этапа. Она сегодня гостья нашей студии. Зоя Готовцева, мастер производственного обучения, преподаватель Якутского технологического техникума сервиса имени Готовцева. Зоя Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь хочу спросить, как вас встретила Тула? Город Тула очень тепло и гостеприимно встретила нас, участников, финалистов конкурса «Мастер года». Конкурс является всероссийским. Конечно, представляла конкурс все победители регионов. Это 89 участников, плюс наша сопровождающая делегация. В общем, нас было очень много. И город Тула встречают нас очень гостеприимно, повторяю. И здесь мы почувствовали именно серьезность конкурса и, конечно, то, что от нас ожидает большего, и каждый участник готов на наибольшее. Давайте поговорим, собственно, немножко про сам конкурс. Я так понимаю, организаторы приготовили обширную программу. И мастер-классы, и дискуссии, и экскурсии. Что запомнилось больше всего? Я была приятно удивлена, и как и другие участники, именно разнообразием программы, именно деловой и культурной. Хочу добавить, что здесь были дискуссии, были панельные дискуссии, были мастер-классы различные темы. Да? И, конечно, самое, что зацепило, это, конечно же, развитие педагогов, да, подготовка их квалификации, и были затронуты такие темы, как личный бренд педагога, как это использовать, в каких форматах и инструментах. Возможно, проявляйте, потому что со студентами мы работаем в реальной жизни, в наших аудиториях, мастерских, а также с ними надо работать и в социальных сетях, потому что мы можем там показать и другие инструменты. Зоя Ивановна, а вот что касаемо мастер-классов, что были за мастер-классы и какой бы вы для себя лично отметили? Как я говорила, развитие личного бренда, это значит, каждый преподаватель, мастер производственного обучения достигает своих квалификаций, навыков, знаний. И, конечно, в современных инструментах мы можем это увидеть именно в бренде педагога, как лица от учебных заведений, также из регионов, уже проявляя себя в таких конкурсах, как «Мастер года», показывать свои способности и, конечно же, работать и лучшими преподавателями всей страны, начиная от Камчатки, заканчивая Калининградом. То есть мы увидели очень многообразие личностей и квалификаций также. Хочу отметить и деловую программу, один из культурных программ, то есть, да, это посещение экскурсий, посещение музеев, там и театры были, да, что, конечно, конкурс сделал ярче, захватывающе, интереснее. В общем, на высшем уровне прошел конкурс. Конечно. Был этап конкурса образовательных кейсов. Финалисты там распределились на 15 команд и совместно решали задачи. О работе с коллегами других регионов хотелось бы с вами поговорить. К чему пришли, какие проекты выполняли? Педагоги и мастера производственного обучения, да, в конкурсе «Мастер года» финального этапа решения образовательных кейсов это решение ситуаций, да, который происходит в жизни молодого педагога, который происходит в жизни опытного педагога, и также, конечно, мы не забываем своих студентов. То есть это три лица, которые есть в среднем профессиональном образовании. Да? Также есть управление, администрация. То есть мы решали методически решали ситуации, которые там были. Да? Там были ситуации именно, например, как повел бы молодой педагог в иных ситуациях, да, когда появляются такие проблемные или конфликтные ситуации. Да. И также мы должны были показывать и командообразование, и креатив. Я так понимаю, с 1 сентября стартовал новый учебный год. Будете внедрять полученные знания?
Мы уже используем инструменты, которые мы получили именно в Тульской области. Мгм. А вот как бы вы оценили уровень подготовки своих коллег, те, кто с вами был вот в данном конкурсе, и какая была конкуренция? Я хочу отметить, что конкуренция была высокой и достаточно ощутимой для этого конкурса, потому что как бы на конкурсе представляли лучшие из лучших своих регионов. Мы отметили свои опыты, да, мы отметили знания. Также, конечно, был же, опять же, обмен опытом между участниками. Каждый хотел показывать свои только лучшие стороны, свои как бы, профессиональную деятельность именно в среднем профессиональном образовании. Это не только образовательные технологии, да, это и воспитание. Также хочется отметить, что в конкурсе, да, вот участники были с изюминкой, каждый был с изюминкой, у каждого своя профессия и специальность. Хочется добавить, что изюминок было 89. 89. Зоя Ивановна, ну вот я понимаю, что традиционно очень сильные преподаватели в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске. Вот из каких бы городов лично вы отметили своих коллег? Я очень была удивлена подготовкой именно вот участников. Они тщательно подготовились, каждый из участников. Конечно, уровень практически даже одинаков, да? Где-то профессия сварщика или профессия там, повара, разные профессии, но все-таки уровень подготовки у них достаточно высокий. Ну, я думаю, это радует, что у нас в среднем по стране такие сильные преподаватели по данным дисциплинам. Лично вы представили урок занятия по теме молекулярная кухня. Что это за технология, как восприняли ваш урок? Вот, хотелось бы подробнее узнать. Тема выбрана непроста, потому что это повар-кондитер, наши студенты, да, обучаются данной профессии. Мы хотели приступить со стороны не только кулинарии, да, но и со стороны физики, химии, то есть со стороны науки, именно раскрывая именно по данной теме, да, молекулярной кухни. Участники, студенты были очень заинтересованы темой, так как вот профессия повар-кондитер — это по стандарту, да, в ГОС топ-50, это наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, которые должны использовать новые технологии по мировым стандартам, чтобы они были квалифицированными специалистами. А что готовили? Мы готовили равиоли из овощей и делали пену, а также ажурный тювель. То есть это было очень интересно и не только студентам, и также коллегам. А не было идеи представить якутскую молекулярную кухню? Конечно, идея была, но колорит я показала в другом. А в чем? То есть каждый участник, как бы Россия большая, да, показывали свои особенности. Не только вот педагогических, но и региональных, национальных особенностей. Я использовала это при теоретическом обучении, то, что я отмечала, что все-таки каждый регион особенный. И, конечно, я в своей спецформе добавила харсхал, да, на удачу, и в конце урока своим студентам я дала подарки, именно чтобы они вспоминали наш регион, и меня как преподавателя, и экспертам тоже я как бы отметила. Зоя Ивановна, а что дал вам конкурс «Мастер года», какие впечатления остались? Конкурс федеральный, да. Я хочу отметить, что ежегодно конкурс масштабы растут, да. И чувствуется поддержка со стороны правительства Российской Федерации. В конкурсе приняли участие, ежегодно принимают участие, это министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов, и был неумывакин Виктор Сергеевич, это у нас директор департамента по сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения. То есть высокопоставленные лица показывают серьезность конкурса, конечно, и это очень радует, мотивирует нас. Ну вот, собственно, с какими итогами приехали? Конечно же, встречать своих единомышленников, да, своих коллег из разных точек
России всегда мотивирует, да, всегда мотивирует на дальнейшее развитие, проявление каких-то эмоций, приобретаешь связи в образовательной сфере, да. Также, конечно, проявляется интерес, да, интерес в развитии именно не только развития среднего образования в нашем регионе, а также по всей стране. Ага. Ну, я думаю, вот это идеальный пример того, что не столь важна победа, сколько важно участие и опыт, который ты приобретаешь в ходе этого конкурса. Конкурс ежегодный, в следующем году, я уверен, что от нашей республики тоже кто-то обязательно поедет. Что бы вы могли пожелать тем, кто будет представлять Якутию на конкурсе в следующем году? Я хочу пожелать участнику тщательно подготовиться, конечно же, к конкурсным заданиям, что естественно, да, а также понимать, что каждый будет подготовлен так же, как и он. Конечно, проявлять свою инициативу, показывать свои, конечно, изюминки, которые у всех есть, и они будут. Работать с программами, которые не только связаны с профессионалитетом и других движений, возможно, даже вот волонтерских. Работать с социальными сетями, а именно я хочу вот, подготовку работы с ВКонтакте, с Ферумом, это образовательная среда также. И этот опыт всегда поможет следующему участнику. Причем, я, насколько понимаю, идет также выбор представителя, от какого техникума он поедет. Не обязательно, что в следующем году же также поедет от колледжа Готовцева, да? Сервиса. Да. В следующем году, конечно же, будет региональный этап конкурса, всероссийского конкурса «Мастер года», и каждое учебное заведение нашего региона, да, это 42, то есть минимум должно быть около 42 участников. Зоя Ивановна, я предлагаю напомнить, как проходит региональный этап, потому что я уверен, что ваши коллеги будут смотреть. Какие компетенции у вас были в рамках регионального этапа в Якутии? У нас были, опять же, мастер-классы по открытым занятиям, и было портфолио педагога. Да? Также я хочу в следующем году и добавить какие-то дискуссии, да, увидеть, как показывает себя преподаватель, как он себя показывает в публике, не только, да, и работы с коллегами, это очень важно. Зоя Ивановна, в заключение, буквально 2 месяца, 1,5 даже осталось до конца года педагога и наставника, который в России объявлен. В этом году вот какие лично ваши итоги этого года, если их уже можно подводить в качестве педагога? Год педагога и наставника был очень насыщен. В плане того, что были различные мероприятия, поддержки преподавателей, мастеров производственного обучения и нашего региона, и всей страны. Для себя я отметила, что есть дальнейшие цели, задачи, которые нужно достигать, и поставила для себя, конечно, еще больше целей и задач. Зоя Ивановна, в первую очередь я желаю вам благодарных учеников, еще больше побед в подобных конкурсах и многих других. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну а я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.